Первые кадры после ЧП. 12 декабря около 18:00 в Назрани на улице Картоева рядом с торговым комплексом «Ковчег» прогремел взрыв. По информации Следственного комитета республики, сотрудники правоохранительных органов проводили задержание подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Двое вооруженных огнестрельным оружием, а также взрывным устройством, гранатой РГД, путем производства выстрелов и применения гранат оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, проводившим оперативно-розыскные мероприятия на данном участке. В результате взрыва гранаты двум сотрудникам, а также указанным лицам причинены осколочные ранения, от которых злоумышленники скончались на месте, а сотрудники правоохранительных органов госпитализированы в лечебное учреждение. По предварительным данным, подозреваемыми являются 24-летние и 31-летние жители республики. По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, в том числе следователями криминалистами Следственного управления применением криминалистической техники и оборудования произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Проводятся также другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Пострадавших в результате взрыва силовиков доставили в республиканскую клиническую больницу. По информации ТАСС, этим утром со множественными ранениями верхних и нижних конечностей сотрудников Росгвардии спецбортом Федерального медико-биологического агентства направили в Москву. С ними работают хирурги и травматологи. Следственным отделом по городу Назрань Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Криминалисты в ходе разыскных мероприятий нашли сигнальный пистолет, переделанный для боевых патронов, металлические фрагменты и гильзы. О расследовании инцидента сразу после спецоперации главе Ингушетии Юнусбеку Евкурову доложил секретарь Совета безопасности республики Ахмед Зейтов. Ханиев Артаган Ахмедович, 94-го года рождения, проживающий в Назрань по улице Железнодорожная. И второй Хашигульев Муслим Тагирович, 87-го года, тоже Назрань, Орджоникидзе, 41. Они в своих адресах или снимают что-ли? Хашигульев прописан по своему адресу, а Ханиев проживает в районе железнодорожных путей, в районе Таймах, предприятия, там бараки, там снимают. Разберитесь сейчас, уточните, где жили, свои адреса или снимали жилье, круг лиц, родственников пригласить, разобраться, в том числе, чем они занимались, какой деятельностью занимались. И на требования органов правопорядка документа представить или еще же, если у каждого в кармане гранаты с собой, на всякий случай. То есть уточните, кто гранату бросил, в том числе, по кому работали органы правопорядка, там все равно там, наверное, какая-то информация была. И по ситуации, по обстановке. Это раз. Второе. Держите дело на контроле, мне каждый день докладывать. И третье, после проведения следственных мероприятий, там уже окажите содействие, трупы выдать родственникам, пусть похоронят. В противовес официальной информации некоторые местные и федеральные интернет-СМИ выдвигают свои версии случившегося. Канал «Дождь» спецоперацию связывает не с борьбой с терроризмом, а с недавними политическими событиями в республике, аргументируя тем, что в торговом центре находится офис организации «Магаз Лайф», арендатором которого является общественник Багаудин Хаутиев. Такого рода заявления, как и следовало ожидать, вызвали большой резонанс в обществе. خطرهم أدرادي تيجي точно فقط مالخند خوج دقناق بات حقيقة دوتش تتحماش ده شين صوشنا حماش دوت تيجي ده تديك ده حمد إيش دامو يعيق مدودي مش بيستغل الله تجا أبصنا مشتياج غلا يميك شدوا بيام نخ تشتن ورابو ووج ده ورابو اشتناخ شدوا بيان شانه تيجي مو هم خلش باخير وسقوا يعني حمدي وق اور اشتياق يعني أصحاب عدود تأخوين خوج ده حلقة 94 دوت تيشنا قداخ كان 90
начала 2000 года в Йолчхана цачар исламызды уқша в исламызды яхажи в қуасты де духнах бен в республике духқа му хам қандуэчи сонда ашки тязи этежи хам этта as ham chaqadien yu hans hameta deka ham damadan divi ham hajer yu todan chana yu apet zu hayata sabuitiga as futbol zu hoje as politiske situation da de as shin deze stagu ispozo di shat sig benish na dal gestold Мочи bestali as криминальный хамды as полностью расследовать дидес чи открытое расследование она as алмегды общественные организации присматривать ходу за этой ситуацией. Шин цуху хамдути шат сагу. Дага сена as иштханди вештханди хам элчу дадут на даю хос хабар. Шин цуху хамдус диш сагу. Долште пары расследование садыс хаяште ходу. Ханжи хам республики парату хаяттай спокойствие еве. Ей хамни хатр шохте де ей дадул де дожди ваши на игбе боч хам сабри халдизой. Да сабри малуд маснида. Дух хаяс хазвей ичо чайчу шичу адеш кажаштеха. Ich hans mulgi ja zinere Politiker drunter boen. Binch nachher. Zara kursi Bazilia bohmotig ja drunter boeni. Hanze It's hamd seine cham da baz nach boeni. Ja zi seine kursi bolj na bicha cham da baz nach boen. Zulha wonder lozja. Da nach Ну, бал бизди бош няхта шибеда. Сагдагал да да хамдис. Из на душдыш камел шо соуш душдык камел сидич бадыр цулха. Сидич бадыр я не просто сидич бадыр. Дуз арят сые. Следственный комитет МВД дехер структуржи бол хабеш цулха. Ши бол хаби аржолжи. Адеха сида да цена базия مقدوش حمدات خوينا حقيقي غلاشقي بوسنا حقيقي دقنا عداني حدواج مدير انترنت اشقوس صخور يازدش ناخ خزار او يستر واحد شو ان شو اشتات مياز دويا بعد درس صخوش درس سيازدش خلچو да. В свете этих событий глава республики Кинузбек Евкуров призывает общество и СМИ доверять только официальным источникам, не распространять неподтвержденную информацию, которая ведет к расколу в обществе. Все обстоятельства случившегося выявит следствие. Амина Бокова, Магомед Даскиев, Новости 24.